И основным трудом, который был создан нашими сотрудниками, является энциклопедический словарь Якутии. Над ним наши сотрудники работали 7 лет, и он включает в себя более 5000 статей. Основным проектом этого и последующих лет нашего отдела является энциклопедия Якутии. Энциклопедия Якутии наша состоит из 22 отделов и 67 подразделов по разным научным направлениям. И все они призваны для того, чтобы осветить республику в персональном и в понятийном плане. Фундаментом нашей энциклопедии являются труды ученых, которые были созданы задолго до нас. Так, например, это энциклопедия Якутии Сафронова. Наша энциклопедия отличается тем, что в ней собраны много сжатого материала, получается, по всем научным направлениям. Совместно с Национальной библиотекой Республики Саха-Якутия мы создаем электронную версию. В Якутии был опыт создания энциклопедии в нулевые годы, так называемая энциклопедия Сафронова. Она вышла в 2 томах. Это неоконченный труд. Сейчас мы надеемся сделать труд законченный, предварительно в 4 томах энциклопедии Якутии. Конечно, это будут обновленные знания. И кроме того, наш труд будет в 2 форматах. Книжное издание и электронный формат. В электронном формате, конечно, можно будет актуализировать всю информацию буквально, в скором времени. Если книга была издана, она устареет уже практически сразу после выхода, то в электронном формате актуализировать можно будет в реальном времени. Через нашу энциклопедию читатель может познакомиться с разными сферами научного знания, узнать о знаменитых, о заслуженных деятелях нашей республики. Также интересные понятия, новые сведения, может открыть республику для себя с новой стороны, потому что по всем направлениям у нас собраны уникальные материалы, которые мы собирали с нашими партнерами, с нашими ведущими научными организациями, учеными, Северо-Восточным федеральным университетом, Якутским научным центром, институтами СОРАН. Все наши партнеры являются нашими большими помощниками, и мы благодарим их за ту информацию, которой они с нами делятся. Как раз когда я пришла в 2018 году, выходил энциклопедический словарь Якутии. В дальнейшем уже наша работа непосредственно связалась с этим словарем, так как мы работаем над его расширением. Работа энциклопедиста очень скрупулезная. Для этого нужно терпение, внимательность. Нужно уметь делать сверку со всеми имеющимися литературными, научными источниками. Мы активно работаем с Национальной библиотекой, и нам дали доступ для того, чтобы смотреть всю литературу, которая есть в базе электронной. Поэтому это очень большая помощь и открытие как для нас, так и в будущем для наших читателей. Также специфика энциклопедиста в том, что он следит за всеми новыми тенденциями, новостями, что происходит в обществе, отбирает лично материалы, которые следует отразить, которые соответствуют нашей концепции энциклопедии. Мне работа вначале показалась сразу очень интересной, потому что в процессе работы ты занимаешься непосредственно поиском информации, и это своего рода такой занимательный очень процесс, и ты входишь в некий азарт. В свою очередь нам помогают в поиске наших работ наши авторы, имеющие связь с определенным разделом. Радует, когда люди нам помогают, и с большим удовольствием и теплом мы принимаем эту помощь. В работе энциклопедиста прежде всего важна усидчивость и некоторый азарт в поиске информации.
Вот вся информация, она рассыпана по очень многим источникам, научным статьям, книгам, таблицам, да, даже личным свидетельствам, памяти людей. Все это собрать, перенести в рамки энциклопедической статьи, в этом есть большое удовольствие для меня, как для исследователя. И когда все эти энциклопедические статьи в одном томе будут систематизированы в одном источнике, человек просто возьмет, откроет книгу, найдет то, что его интересует, или найдет то, чего он раньше не знал, но что его будет интересовать, то, что его зацепит, в общем. Ну, я считаю, это большой труд, это будет большое достижение для региональной науки и в целом для российской науки. И изначально мне очень понравилось работать в отделе, потому что я по образованию историк, и вот моя работа очень связана с архивами. Получается, мы сверяем всю информацию в архивах, ищем источники, первоисточники. В написании статьи очень важно, чтобы информация была достоверная, потому что вот бывают всякие путаницы. Бывают путаницы с датами жизни, датами смерти людей, персон, да. И каждый человек, вот, допустим, мы пишем статью о каком-нибудь известном выдающемся деятеле, и его внуки могут или дети прочитать эту статью, и их это очень сильно, допустим, обижает, то, что вот какие-то даты не те стоят, какие-то наград, каких-то нет, какие-то есть. Поэтому я считаю, то, что вот в нашей работе очень нужно быть скрупулезным, точным и проверять все по несколько раз. Я работаю с разделом географии, и мне очень нравится этот раздел, потому что вот у нас в Якутии очень богатая география, очень много рек, озер, и вот, допустим, в повседневной своей жизни, когда, допустим, я куда-то отправляюсь, выезжаю, да, я еду и, допустим, вижу какую-то надпись, какую-то реку, я примерно знаю, какая у нее протяженность, откуда она начинается, ее устье, ее исток я знаю. Наша республика очень большая, у нас 36 муниципальных образований, и мне кажется, что благодаря своей работе в энциклопедии я побываю во всех муниципальных образованиях, не выходя с работы, потому что мы же получаем не только материал, мы получаем и фотографии, мы получаем какие-то видео от первоисточников, от людей, которые там живут, которые видят эту красоту своими глазами. И я очень рада, что все жители республики, начиная там от школьников, заканчивая учеными, могут это осязать, увидеть, потому что энциклопедия наша будет, как уже коллеги сказали несколько раз, она будет не только бумажным, она будет в электронном варианте, и каждый желающий может увидеть, допустим, реку, которая находится где-нибудь в Анабарском улусе. Также в работе нравится взаимодействие с людьми, с организациями. Например, нас приглашают в музеи. Недавно я посетила музей авиации, который вот находится в здании имени Гагарина. Там мне подробно наш автор Васильев Михаил Егорович поведал об авиации Якутии, предоставил нам материалы, фотографии. Это нам тоже очень ценно, так как у нас энциклопедия иллюстрированная. Интересные находки информации, которые вот мы занимаемся, например, про персон, в частности, вот народный писатель Харасхал Васильев Василий Егорович. О нем очень хорошо написал наш автор Кириллина Мария Афанасьевна, написала статью о нем и поделилась информацией, что он внес непосредственный вклад в якутскую драматургию, и поставлены пьесы в Саха-театре, например, про Кэт Марстен,
о которой мы тоже напишем статью. Таких работ, примеров очень много. Мы уверены в том, что энциклопедия будет в каждом доме. Для этого мы создаем в том числе и электронную версию, которая ориентирована прежде всего на нашу молодежь, которая лучше всего общается с техникой. Для более старшего поколения будет книга, которую будет приятно почитать в свободное время, узнать что-то новое для себя. Также, так как мы являемся, так как наша специфика отдела в том, что мы работаем с новой информацией, электронная версия энциклопедии будет обновляться. Данные, которые очень быстро устаревают, мы будем обновлять в течение, получается, всей нашей работы. И благодаря даже читателям, которые будут в будущем к нам обращаться, мы будем работать над обновлением информации. Значимость нашего труда мы видим в нашей открытости для всех рекомендаций, для всех, кто с нами готов будет поделиться новой информацией. Все, что вы нам адресуете, мы введем в нашу работу. Этот проект рассчитан на то, что любой человек может отредактировать статью, создать и отредактировать статью в меру своего понимания, в меру своей ангажированности. Вот. И поэтому, хотя это довольно-таки значимый проект, но научная достоверность может страдать. Поэтому, например, мы, хотя можем обращаться к Википедии, но перепроверяем всю полученную оттуда информацию. Наша работа состоит из нескольких этапов. В целом, в самом начале работы над энциклопедией был утвержден словник энциклопедии, который состоит у нас из более чем 12 тысяч статей. Мы распределили все тома по буквам, и у нас будет 4 тома. В данный момент мы завершаем работу над первым томом, в который войдут 3 буквы А, Б, В, и объем первого тома составит более 2000 статей. И в последующие годы мы уже будем работать над остальными томами. Я повторюсь, что наш отдел открыт для каждого, кто желает нам предоставить информацию. Мы всегда рады тем, кто приходит и дает нам фотографии, рассказывает о своих известных родственниках. Вот, например, для раздела истории к нам приходила родственница известного мецената Барашкова Семена Петровича. Она нам отправила электронный вариант книги. Они всей семьей, оказывается, собирали родословную, изучали его добрые дела. И данный материал послужил нам подспорьем для того, чтобы написать качественную научную статью. Также к нам приходят и те, которые увлекаются творчеством, исследователи, которые делятся своей информацией. Конечно же, мы принимаем ее, и с условиями критериев энциклопедии, да, мы, конечно же, вправе корректировать, редактировать материал, который к нам поступает. Хочется отметить, что энциклопедия все-таки это структурированный жанр научной литературы. У нас есть определенные критерии для того, чтобы в энциклопедию включались определенные личности, да, допустим, это звание заслуженного артиста Республики Саха-Якутия, да, или заслуженного врача Российской Федерации. Вот данные категории людей и иные заслуженные, народные будут включены в наш перечень. Также по понятиям, которые у нас включаются в энциклопедию, тоже есть определенные критерии включения. Это известные открытия, книги, исследования, которые послужили основой для развития какого-то научного направления. Также это вся наша богатая недрами республика, все наши камни, минералы, все они войдут в список нашей энциклопедии. Есть просто пожелание для ученых, для исследователей и краеведов, неравнодушных людей. Вот этот проект энциклопедии Якутии, он важен для всего населения нашего региона.
для всей научной общественности. Я считаю, что сотрудничать с нами – это благое дело. Это, можно сказать, честь для ученого – сотрудничать с энциклопедией Якутии. Я призываю всех сотрудничать с нами. Если мы обратимся к вам в поисках информации, предоставьте ее нам. Мы укажем авторство ваше. И ваша фамилия, она останется в веках.